С 12 октября Алина Тимиркаева находится на больничной койке. Сначала девушка попала в Сакскую районную больницу, где было проведено оперативное вмешательство – двусторонняя трепанация черепа. А 21 октября по линии выездной реанимационной бригады Алину доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу. Месяц Алина находилась в коме, лежала в реанимации. Сейчас она переведена в психоневрологическое отделение. Заведующая отделением Алла Намировская говорит, пациентка находится по-прежнему в тяжелом, но стабильном состоянии. У нее сохранен цикл бодрствования, сон. Она открывает глаза, у нее есть движение в лицевой мускулатуре. Все остальные функции нуждаются в протезировании. То есть ребенок питается через зонд, стоит трахеостомическая трубка для улучшения дыхания. Ребенок самостоятельно не сидит, не удерживает голову, не ходит. Налицо спастический тетрапорез и, конечно, отсутствуют навыки. В целом у девочки качество сознания при вегетативном состоянии неудовлетворительное, поскольку его не хватает для социальной активности. Пациентка только периодически открывает и закрывает глаза. Мама Алины круглосуточно находится около дочери. Рассказывает, лечение бесплатное, однако дорогие лекарства и прочие принадлежности семья приобретает за свои средства. Состояние тяжелое. Пока она еще не контактна. Ну, конечно, молим Бога и надеемся на все будет хорошо. Каждый день лечащий врач проводит осмотр пациента. Врачи говорят, опускать руки еще рано. А самое главное, девочке необходима любовь матери и контакт с ней в любом состоянии. У нас есть все-таки оптимистичные прогнозы, что если мы пройдем и этот путь в плане лечения, то ребенку будет становиться лучше. Вообще дети с такими тяжелыми травмами нуждаются в длительном реабилитационном лечении, в постоянном нахождении родителей и в протезировании всех функций организма. Мама Алины рассказывает, семья не хочет оставлять лечение на данном этапе. Поэтому глава семьи планирует обратиться к федеральным врачам. Наш папа планирует сам поехать в Москву на консультацию с врачами, может быть, с какими-то профессорами, получится у него выйти на связь с кем-то и, может быть, какую-то консультацию получит. А очень надеемся на помощь, может быть, и в Москву заберут, но как папа там сможет решить все это. Но я отдельно хочу поблагодарить всех, кто уже помогал. Очень много добрых людей, отзывчивых, которые откликнулись на нашу беду. Ну, если будет у кого-то возможность, мы, конечно, будем признательны всем. Руку помощи может протянуть и каждый из нас. Желающим помочь финансово напоминаем расчетный счет матери Тимиркаевой Лилии Асановны. Фатиме Сейтмамут, Айше Шулакова, Ибраим Ганиев, телеканал Миллет.